Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В эти дни в нашей республике завершается кампания по сдаче государственной итоговой аттестации обучающихся. И сегодня мы поговорим о первых результатах и о деятельности в целом Института по повышению качества образования. Наш гость в студии Нюргун Павлов, директор Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского. Нюргун Михайлович, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашего института в начале нашей беседы, о деятельности, которая направлена на повышение качества обучаемости. Одно из основных направлений деятельности нашего Института развития образования и повышения квалификации заключается в проведении аналитических работ по интерпретации результатов всех оценочных процедур, которые проводятся для наших детей в стенах общеобразовательных организаций нашей республики и страны в целом. Но среди всех оценочных процедур мы особое внимание уделяем интерпретации результатов таких оценочных процедур, как всероссийская проверочная работа, которую сдают выпускники начальной школы, основной ОГЭ, основной государственный экзамен, который сдают выпускники основной школы. Ну и, конечно, уделяем особое внимание единым государственным экзаменам, которые сдают выпускники средних общеобразовательных школ. И после того, как мы проводим аналитику, конечно, деятельность предметных кафедр нашего института, они подвергаются некоторой корректировке в связи с этими результатами. Ну и, конечно, деятельность всего института, она корректируется, циклограмма программы курсов повышения квалификации, содержание курсов повышения квалификации, которые проводятся для учителей-предметников нашей республики. Вся наша циклограмма деятельности нашего института, она подвергается ежегодной корректировке. И исходя из этого, конечно, выстраивается деятельность всего нашего института, который направлен на повышение качества образования. Ну и, конечно, мы понимаем, что основной задачей нашего института является разработка и имплементация стратегических документов, которые определяют вектор развития региональной системы образования. И в этой деятельности без аналитики здесь мы никак не можем обойтись. И поэтому вся эта аналитическая деятельность и впоследствии деятельность нашего института, она направлена на повышение качества образования в целом. Что касается аналитики, есть ли какие-то данные, которые вы можете озвучить, можете поделиться, выводы? В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить, что вообще содержание контрольно-измерительных материалов всех оценочных процедур, они немножко изменились на протяжении 30 последних лет. И если раньше все-таки мы, когда сдавали различные экзамены, проходили различные оценочные процедуры, то у нас были однотипные задачи, по математике, например, решить уравнение, вычислить, то сейчас, если мы посмотрим на контрольно-измерительные материалы различных оценочных процедур, то мы увидим, что задания контрольно-измерительного материала, они немножко изменились. Они стали более практикоориентированные задачи, которые максимально приближены к жизненной ситуации. И исходя из этого, конечно, мы понимаем, что и сама методика обучения детей и подготовка тоже к таким серьезным экзаменам, как ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, конечно, нуждается в корректировке и обновлении тех подходов, которые применяются учителями при подготовке к экзаменам. Здесь, конечно, я бы, во-вторых, хотел отметить, что по результатам всероссийских проверочных работ, которые сдают выпускники начальной школы, мы видим, что дети нашей республики, они лучше справляются, нежели среднестатистический результат по Российской Федерации, лучше справляются с заданиями повышенной сложности. Да. И действительно, если мы возьмем на примере тоже математику, то мы увидим, что ВПР по математике для начальных классов, оно состоит из 12 задач.
10, 11, 12 задача, они являются сложными. И там прикреплена буква «П», что означает, что это задача повышенной сложности. Да? И вот процент выполнения, например, 11 задачи у нас ежегодно на 15%, на 15-20% лучше, да, выполняют дети нашей республики. И, конечно, 11 и 12 задача — это сложные тоже задачи, связанные с жизненной ситуацией. Они тоже справляются лучше. Это о чем говорит? Это о том, что в дошкольном возрасте и в начальной школе особое внимание уделяется именно, получается, развитию общего интеллекта детей. Да? Ну и здесь, конечно, влияет в целом обучение. Мы видим, что вообще на эти показатели влияет обучение на родном языке. Да? Если, допустим, обучающийся изучает 2 или более языка, и в предпосылке он будет в совершенстве владеть этими 2 языками, если есть такие предпосылки, то такие дети сдают лучший экзамен, справляются с заданиями ВПР, да, всероссийских Потому что чувствуют себя более комфортно. не то, что чувствуется более комфортно, да, вы знаете, что когда человек изучает несколько языков и в совершенстве владеет 2 и более языками, то этот человек, конечно, у него, мы понимаем, что умственный интеллект гораздо выше, чем у остальных. И когда, даже если при решении вот таких вот задач повышенной сложности, человек, который решает жизненные задачи, дети, которые решают задачи на экзамене, они обращаются к мудрости тех народов, языками которых они владеют. И здесь очень важно, мы видим, что действительно люди осознали, что изучение родного языка, да, родительская общественность, изучение родного языка является обязательной, да, то, что действительно необходимо обучать детей на родном языке, необходимо, чтобы создавать все условия, чтобы наши дети изучали свой родной язык в стенах школы. Да? И мы видим, что действительно за последние годы дети, родители, да, они же законные представители, и они определяют, по какому языку будут обучаться их дети, да, они преимущественно выбирают обучение на родном языке. Их в процентном соотношении их количество ежегодно растет. Да. И мы понимаем, что это действительно уникальная возможность и в детстве, и во взрослой жизни, в будущем, да, детям, обратиться к мудрости своего народа и народов, языками которых они владеют. И поэтому в этом направлении, конечно, мы понимаем, что это тоже способствует сдаче ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. И как эксперт ЕГЭ по математике я тоже это вижу, и это действительно прослеживается, когда проверяешь вторую часть единого государственного экзамена по профильной математике. Вот вы сказали много хвалебных слов, скажем так, в адрес младшеклассников нашей республики. Что касается учащихся более старших классов, какие-то выводы там есть уже или нет? Есть, конечно, и достаточно много, чем можно поделиться, но я бы хотел все-таки озвучить и рассказать про итоги исследования, которые проводились Национальным исследовательским университетом Высшей школы экономики. В последние годы они проводили оценку во всех субъектах Российской Федерации, сравнивали субъекты Российской Федерации, где самое хорошее качество образования. И одним из показателей они взяли переход обучающихся после 9 класса в 10 классы. И по этим показателям, да, у нас первое место занимает город Москва, второе место занимает Санкт-Петербург, и третье почетное место занимает наша республика Саха-Якутия. То есть у нас 85% обучающихся ежегодно, да, после 9 класса, они продолжают обучение в старших классах, переходят в старшие классы. Такой же показатель у Москвы и Санкт-Петербурга. А если посмотреть среднестатистически по Российской Федерации, то мы видим, что после 9 класса 65% обучающихся, они поступают в среднее профессиональное образование, то есть уходят
СПО, да, ну и не продолжают обучение в старших классах. А что такое 65%? Если в классе 20 обучающихся, то 13 из них, они уходят и поступают в профессиональные учреждения, средние профессиональные учреждения, да, ну а оставшиеся 7, да, допустим, они продолжают обучение старших классов. А старшие классы, это мы понимаем, что там 7 из класса, это отличники, да, допустим, по статистике тоже видно, это хорошисты учебу, ну и они продолжают и сдают единый государственный экзамен. И, конечно, мы понимаем, что наши дети, нашей республики, они конкурируют с теми детьми, которые вот из Москвы, из Санкт-Петербурга, да, и поэтому необходимо создавать все условия для того, чтобы наши дети сдавали, ну, самые главные экзамены, можно сказать, школьные, да, на очень достаточно хорошем уровне. И в соответствии, конечно, с этой логикой, с этой идеей, в соответствии с указом главы 177 Арсена Сергеевича, да, о развитии системы образования Республики Саха-Якутия до 2030 года, в подпункте было сказано о создании учебного центра с применением дистанционных технологий для улучшения академических результатов. В соответствии с указом в этом году в нашем институте открылся центр, учебный центр с применением дистанционных технологий «Продвижение плюс», который работает с января месяца этого года. В этом, ну, про этот центр можно немножко расскажите, пожалуйста, про этот центр, по каким направлениям там проводится обучение. Ну, в этом году как апробация, в этом учебном году, да, как апробация с января по июнь месяц в этом центре обучались около, ну, свыше 800 обучающихся выпускников 11 классов, которые готовились к единому государственному экзамену. Готовили их 41 учитель из республики, преподавателей, да, экспертов. И каждому преподавателю был прикреплен определенный контингент обучающихся, для которых разрабатывались индивидуальные образовательные маршруты. И в соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами дети, они обучались в данном центре дистанционно, да, очно приходили. Наши преподаватели выезжали на местах и очно тоже обучали в течение вот этого полугодия. Да? И, конечно, мы получили первые такие результаты, которые нас, конечно, очень радуют. И если касаемо результатов единого государственного экзамена, да, то мы видим, что за последние годы у нас результаты по республике значительно улучшились. И это показывают результаты, которые мы получили вот буквально на днях. Да, вот если сравнивать, да, с предыдущими годами, то можно сказать, что профильную математику, да, свыше 70 баллов, от 70 баллов до 100 баллов получили порядка 40% выпускников, сдающих этот экзамен. Это 2,5 раза больше, чем на предыдущие года. Да, и, конечно, мы видим, что и детей, достигших базовый уровень, с каждым годом увеличивается по всем основным предметам. Ну что ж, Нургул Михайлович, то, что вы озвучили, не может не радовать. Надеемся, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем. Спасибо большое за эту беседу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». С вами был Иван Лазаренко. И до встречи в эфире.